Коми начнут применять новую технологию укладки дорог, для которой не требуются асфальтовые заводы. Первопроходцем станет Усть-Куломский район. А еще не за горами возрождение коми-авиации. Владимир Уйба сообщил об этом во время прямой линии. Так что же составит конкуренцию асфальтобетону и нашим Аннушкам, расскажет Анна Зубарева. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в следующем году в республике будет отремонтировано 28 километров дорог. Также в следующие 2 года в нормативное состояние приведут 3700 километров, по которым проходят школьные маршруты. Больше 500 миллионов на дорожную сеть уже в 2021-м нам выделили федералы. Решение принято после обращения Владимира Уйба к президенту страны. Плохие дороги тормозят развитие экономики, лесозаготовительную, перерабатывающую отрасли, затрудняют логистику и просто тянут на дно внутренний туризм. А потому приведение дорог в нормативное состояние – это стратегическая задача республики. Я же езжу сам, сам в том смысле, что я езжу на машине. Да? Я понимаю, когда мне говорят, а вот дорога туда-то. Я вспоминаю, сколько раз я там стукнулся головой в машине о крышу на этой дороге, потому что действительно дороги даже в комфортабельных машинах, они сложно проезжие. Во время прямой линии с главой прозвучал вопрос от жителей Помоздина. Они интересуются, когда отремонтируют дорогу от Усть-Кулома до их села. Глава объясняет, поблизости нет асфальтового завода. И это значительно затрудняет положение, так как асфальт должен прибыть к точке укатывания в определенной температуре. Как только температура снижается, асфальт разваливается на фракции. Щебенка, битум, песок. Такое на дорогу не положишь. Надо искать другое решение. Благо, кажется, что оно уже найдено. В этом же Усть-Куломском районе специалисты Московского автодорожного института на небольшом участке попробовали новую технологию. Суть этой технологии – это присадка, которая добавляется в смесь, когда готовится щебень с песком. Это не асфальт и бетон. Это щебеночная смесь, когда готовится на покрытие дороги в щебеночном исполнении. Вот, песок со щебенкой. Так вот, туда добавляется вот эта присадка. И 20 сантиметров делается слой вот из этого вот пирога, щебенка, песок и вот эта присадка. И этот 20-сантиметровый слой становится по прочности асфальтобетоном. Но для этого не надо никакого асфальтового бетонного завода, для этого не надо тащить асфальт ниоткуда. Вот и получается, что все делается на месте. Единственный минус – по новой дороге нельзя ездить первые 2-3 недели. Стоимость этого покрытия в несколько раз дешевле, чем асфальтобетон. Класть его в несколько раз быстрее. А еще эта технология не боится отрицательных температур. Дорожные работы можно проводить хоть с апреля по ноябрь, когда не лежит снег. Конкретно в Помоздино власти видят именно такую перспективу. Принципиально по этому решению вот мы сейчас и пойдем. Я к чему? Да? К тому, что мы деньги все-таки на вот этот участок сейчас рассматриваем. И думаю, что это будет не 1 200 000 000, будет это вот по этой технологии дешевле. Вот. И следующий год мы хотя бы начнем участок. То есть вот мы на следующий год где-то 300 миллионов запланировали, и мы участок начнем делать. Может быть, там сделаем, не знаю, там 10 километров из этого участка. И вот так годами просто пойдем. На прямой линии прозвучала тема и авиаперевозок. Что с судьбой коми-авиатранса? Ответ однозначный. Нам нужна новая малая авиация и аналог нынешнему воздушному транспорту. Такой, чтобы обязательно садился на грунт, на снег, был экономичным и быстрым. Самолет, отвечающий всем этим требованиям, уже разработан. Сейчас проходит испытания. Имя ему – Байкал. Для людей доступность, качественный такой быстрый перелет, он очень важен. Тем более, что, я не случайно сказал быстрый, у Байкала скорость 300 километров. То есть это уже в 2 раза больше, чем у Ан-2. Да, и это совершенно другой комфорт. То есть там уже по шумам, это уже гастированный самолет, то есть уже есть шумоизоляция очень хорошая. В том вы помните. Летишь как, там, не знаю, какой-то двигатель у тебя в ухе на втором. В 2024 году Коми планирует встать в план на закупку Байкалов. Осталось только заняться полосами, чтобы взлет и посадка всегда проходили гладко. Анна Зубарева, телеканал Юрган.